Дорогие читатели и присутствующие, мне очень непривычно выступать от столицы нашей республики на родном, не на родном, а просто русском языке. И затрудняюсь, ну, может, где-то буду выступать на родном, извините. Я счастливый человек, дожил до 82 полных лет. Я счастливый человек в любви, в семье, в кругу друзей, в кругу учителей. Там в середине очень большой кучки, скажем, ну, интеллигентов и очень умных людей. Но последний раз среди писателей, конечно, и критиков, да, это счастливый человек. И учился я у первого якутского критика Егора Петровича Шестакова. И он, ну, понаслышке, наверное, еще роман не выходил, и спрашивал перед смертью это самый последний лист. Как задумываешься писать такой роман на Хваловского? Но я тогда сказал коротко, ясно, потому что я избрал такой путь. Народ по народной тропе, как жил, это прошло века, или вот, мы жизнь свою, вот народ нас, такой маленький народ, и буду идти по его тропе. И он кивнул головой, правильно. Это значит так, потому что еще до перестройки писатели писали свои романы, стихи, ну, как бы в адрес нашей партии, комсомола, пионерии и прочее, и не отходили от партийности такой. И по нашей мастики, вот классики, что творили, что писали бы, если не преградили их творческий путь. Вот, да? Ну, какие произведения вышли бы из их уста, какие. И избранный мой путь оказался сейчас, думаю, правильным, потому что как жили люди, как дружили, без никакой окраски, разделения. Просто люди мирно живут, людям нужен только мир, любовь, добро, ну и своя народная философия. И это самая настоящая жизнь. Так что, если не было бы перестройки, не было бы этого романа. Как писать о Хлебнире, скажем, да. Как писать о Широких, как писать о Павле Кислопонтове и прочее, да. Ну, хочу секрет раскрыть, что это ямщики мои, это преамбула, как бы вот пощупывать, идти по этому пути, это интернациональная тема, там что, и потом идти, и, конечно, честно описать тоже, как они жили, как они влачили свою жизнь. Недаром Гончаров говорил, русские родом, по языку. Вот так. Это не от хорошей жизни то же самое. Потому что их ссылали вот на верную гибель, и они здесь потеряли свой родной язык, считали родным языком якутский, и даже вот, ну и родину тоже, вот считали вот Сахасиря, скажем, да. И когда вот раскрылись двери перестройки, они
вернуться в свою родословную. Вот это нашли, откуда они родом были, откуда они родом были. И до того были случаи, это жизненный рассказ, никакой окрас. Жили очень хорошо, мы учились очень тоже по-дружески, это Анатолием Рубашовым я, вот, Шепелева, не забыл еще Шепелевой, ну и Козлов Володя, еще другие, Соколова Нина, все в одном классе учились. А вот интерес в том, может иногда я тоже человек саха хотя бы, да, когда русские народные песни звучат по радио, у меня по коже мурашки бегают. Это из детских лет. Из детских, почему это? И даже вот, когда учился средних классов, думал, да. Разве так могли любить вот такие песни, вот свои, как мурашки бегают по коже, значит, да? Ну, я думаю, наверное, не как я, они просто как песни поют, думаю, да? А когда я вот слышу эти песни, стоны такие, да, печальные песни такие, хочется и плакать, радость, хочется и радоваться, вот так и так. И подражал им тоже вот так, как Ямшин мчится, и вот как умирает, например, сосед другой под дорогой лежит посреди степи. Умирая, он, чуя смертный час, он товарищу наказ. Итак, вот там идет. Ну и потом я там открыл музей, уголок, это уже в доме музея Орджоникидзе, история труда и быта приленинских ямщиков. Впервые что? Да, бум был в это время. Вот, народные фольклоры только зародились. И сейчас в нашем краеведческом музее имени Киснопункова есть большая экспозиция о ямщиках. Есть. Но Анатолий Анатольевич, сейчас говорят, что я с другими головами так не могу сказать, дружил, но он был большой человек, добрый человек, дитя, с другой стороны, дитя, совсем, скажем, да, он не как чиновник другие, он как дитя. И он исполнял мои наказы тоже. Я головам наказы такие не даю, а ему очень легко было давать. Говорю, вот Анатолий Анатольевич, наш учитель, который выпускал на 10 класс, окончание 10 класса, колхоз. 2 класса было, А и Б. А наша была Б, и А. Это была Тимофеева. А другой 3 ордена. Орден Ленина, орден Трудового Красного Знамения, орден почетный знак почета. А другой ни ордена, ни медали, ни значка, скажем. И просил ему вот так. Какое-то время было, потому что она тогда временная была и как-то отстранилась, а другая-то уже в то время надо было выступать много, так работать, и вот комсомольцы молодцы такие, так.
И в итоге 3 ордена, а ей ни одного знака не достал. Хотя он был почетный гражданин Улуса. И вот почетный дал. Потом второй раз уже 75 лет есть. Вот знак гражданской должности. И тоже получился. Так хорошо с ним разговаривали. Вот использовали его заветы, завещания тоже. И я самый счастливый человек в этот день, в это время, потому что это историческое событие может быть, потому что на русском языке издала 4 тома романа. Это редкий случай. Это очень я благодарен своим попечителям, руководителям, в лице Натальи Ивановны, в лице Олега Гавриловича, в лице Афанасия Семеновича и остальных. Потому что писатель беспомощные люди, потому что он пишет, мучается, пишет, а книгу издавать это дело совсем другое, там издательство, и там финансовое дело, бегать надо, видимо. Я не хочу обращаться, потому что, вот, не от возраста, не от роста зависит, не хочу там кланяться или что-то там. И у меня не выходит язык, давайте мою книгу. Когда вот остальные тоже хотят, все, сколько хочет людей издавать свои книги, издаваться в русских изданиях и прочее. Так что я считаю себя, счастье подошло ко мне, само собой, как это любовь ко мне. Спасибо вам всем. Я думал, сегодня людей будет мало, потому что очень жарко, даже не стоят дни. И пришли, видимо, которые склонны читать якутскую литературу. И спасибо всем за это. И спасибо моим попечителям, моей организации, прочее. Всем спасибо. Еще раз, Павел Николаевич, большое вам спасибо. И Павел Николаевич хочет вручить свои книги Национальной библиотеки нашей республики, представитель библиотеки, пожалуйста. А Светлана Александровна, заместитель директора Национальной библиотеки, пожалуйста. Фотографируйтесь.